Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Безработица на сегодняшний день одна из наболевших проблем в стране. Чем выше безработица, тем слабее экономика и ниже уровень жизни граждан. Что является причинами роста числа безработных? Какими правами и обязанностями в данной сфере наделены работодатели? Как гражданам реализовать право на труд? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с начальником отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики, старшим советником юстиции Вячеславом Никифоровым. Вячеслав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Какова ситуация в сфере занятости населения в республике? Начну с того, что по состоянию на 1 января 2020 года уровень безработицы в республике достигал 7,6%. Скажу о том, что за первое полугодие, помимо состоявших на учете 9,7 тысяч безработных, да, на 1 января 2020 года, в период первого полугодия, в том числе из-за пандемии, коронавируса, на учет, для постановки на учет в качестве безработных обратилось еще почти 32 тысячи граждан. В связи с чем уровень безработицы у нас по состоянию на 1 июля достигал 7,6%. 7,7%, прошу прощения, да. В связи с этим, уловив эту негативную тенденцию, мы организовали незамедлительное принятие комплекса мер реагирования, принятие которых позволило не допустить рост уровня безработицы во втором полугодии 2020 года. И к 1 января мы вышли на цифру 7,4%. Какие нарушения в данной сфере вами выявляются чаще всего? Я постараюсь обобщенно рассказать, да, в деятельности органов власти, которые уполномочены, и муниципалитетов, да, на проведение политики в области занятости населения, нами выявлены факты ненадлежащей координации работы, да, по снижению неформальной занятости и легализации трудовых правоотношений. В деятельности органов занятости выявлены многочисленные факты бездействия по контролю за информированием работодателями о наличии свободных вакансий, по квотированию рабочих мест, по привлечению недобросовестных работодателей к административной ответственности, нарушения при постановке граждан на учет, при предоставлении мер поддержки, а также были выявлены факты, пресечены, точнее, факты получения более 300 гражданами, которые являются индивидуальными предпринимателями и учредителями юридических лиц, пособий по безработице. Работодатели, в свою очередь, у нас несли ответственность за ненадлежащее информирование органов занятости о свободных вакансиях, да, невыполнение обязанностей по квотированию рабочих мест, и другим нарушениям. А вообще, что такое занятость и какие права и гарантии в данной сфере имеют граждане? Если обратиться к понятию занятости, да, которое изложено в законе Российской Федерации о занятости населения, это деятельность граждан, направленная на удовлетворение личных или общественных потребностей, которая не противоречит в первую очередь законодательству Российской Федерации, и приносит гражданам трудовой доход, заработок. Если переходить к основным правам граждан в сфере занятости, то они имеют право на самостоятельное обращение к работодателю за трудоустройством, либо через органы занятости населения. Также они имеют право обратиться в органы занятости для консультации и оказания им помощи в поиске необходимой работы. То есть это до постановки на учет в качестве безработного. Если гражданин признается в установленном порядке безработным, то он имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку, профессиональную ориентацию в целях поиска подходящей работы. Кроме того, граждане Российской Федерации имеют право на поиск и трудоустройство на работу за пределами Российской Федерации. И в случае, если действия органов службы занятости не будут устраивать гражданина, да, или будут нарушаться его права, то они имеют право эти решения обжаловать в вышестоящий орган службы занятости, либо в суд, либо другие уполномоченные органы. Если говорить о работодателях, какие они имеют права?
Ну, работодатели в соответствии с тем же законом о занятости населения, они способствуют проведению государственной политики в области занятости населения. В связи с этим на них налагается определенный ряд обязанностей. То есть они обязаны в установленные сроки информировать органы службы занятости о проводимых в отношении их процедур признания их несостоятельными банкротами, да. Большой пласт обязанностей у них есть, имеется по поводу содействия занятости инвалидов, то есть обязаны предоставлять информацию о выделенных квотах на трудоустройство инвалидов и так далее. Ну и в целом такие обязанности, но есть и определенные права, да, то есть они имеют право принимать самостоятельно граждан, да, которые к ним обратились для приема на работу, наравне с теми гражданами, которые обратились к ним по направлениям органов службы занятости. Ну, давайте поговорим об увольнении. Вообще, каков порядок и основания признания гражданина безработным? Ну, начну с того, что безработные являются у нас приоритетной группой, да, на которую в первую очередь направлена деятельность органов службы занятости, да, чтобы как можно снизить данное количество граждан, да, тем более в условиях продолжающейся пандемии. Ну, безработным в соответствии с законом о занятости признается трудоспособный гражданин, достигший возраста 16 лет, который не имеет работы и иного заработка, который ищет работу, готов к ней приступить, обратился в органы службы занятости с необходимым пакетом документов и признан таковым. То есть вот понятие безработного. Для того, чтобы приобрести статус безработного, он обращается в органы службы занятости по месту жительства с необходимым пакетом документов. Орган службы занятости рассматривает эти документы, и если все в порядке, то принимает решение о признании его безработным в срок не позднее 11 дней с момента его обращения. Расскажите, пожалуйста, про порядок и основания выплаты пособия по безработице. Так, пособие по безработице выплачивается с первого дня признания гражданина безработным. Выплачивается оно, как и заработная плата, не реже 2 раз в месяц, в зависимости от региона проживания и района проживания, да, в республике. Это пособие, оно меняется, да, в сторону уменьшения и увеличения в зависимости от применяемых районных коэффициентов. Ну и продолжительность выплаты пособия безработицы в суммарном исчислении, да, не может превышать 12 месяцев в течение 18 месяцев, да, то есть в течение 1,5 лет, то есть гражданин может получать это пособие в течение 1 года, да, за вычетом периодов, когда он снимается с учета и эти выплаты прекращаются. То есть по истечении 18-месячного периода он также имеет право на получение этого пособия, но уже в меньшем размере. То есть оно исчисляется в размере 20% от минимального размера оплаты труда. Ну и есть моменты, когда у нас, об этом, наверное, важно рассказать, когда выплата пособия приостанавливается для граждан, да, и когда они прекращаются. То есть выплаты приостанавливаются на срок до 3 месяцев в случае, если гражданин отказался от 2 подходящих вариантов работы, да, с момента регистрации его в качестве безработным. В случае, если его отчислили с обучения, на которое его направил орган службы занятости в установленном порядке, либо он самовольно прекратил это обучение. Также выплата приостанавливается в случае, если гражданин явился на перерегистрацию в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, а также в случае, если он представил документы, содержащие недостоверные сведения о его заработке. Ну и по прекращению выплат, да, есть тоже определенные критерии. То есть выплата, она по безработице, пособие по безработице прекращается в случае, если, идеальный вариант, если человек
трудоустроился, то есть он считается занятым. Если он по направлению службы занятости прошел переподготовку, переориентацию с получением стипендий, да, вот в этот период обучения. Также в случае, если ему назначена пенсия по выслуге лет, либо по старости, то есть он уже достиг этого возраста или периода, а также в случае виновных действий, да, за которые он осужден к лишению свободы, к исправительным работам без лишения свободы, либо к реальному лишению свободы. Сравнительно недавно появилось такое понятие, как самозанятость. И хотелось бы выяснить, кто такие надомники. И вот скажите, пожалуйста, чем отличается самозанятость и надомники? Ну, самозанятость это у нас сфера относительно новая, да, правильно вы сказали абсолютно. С октября 2020 года у нас введен налог на профессиональный доход для лиц, которые, ну, считаются самозанятыми. То есть не все виды деятельности относятся, конечно, к этому профессиональному налогу на профессиональный доход. Я расскажу о тех видах, да, которые к этому налогу относятся. То есть это косметические услуги на дому, организация праздников и других мероприятий, юридические консультации, бухгалтерские услуги, сдача квартиры посуточно, либо на более длительный срок. Также к этой сфере относятся пассажирские перевозки и услуги. И для того, чтобы данный налог оплачивать, да, в качестве самозанятого, необходимо, естественно, зарегистрироваться на определенном ресурсе, на сайте налоговой службы в качестве самозанятого, подать необходимые документы, ну и, в принципе, получать льготные налоговые преференции. Является ли предпринимательская деятельность формой занятости и доступна ли эта деятельность для граждан, не имеющих работу? Да, конечно, предпринимательская деятельность, она у нас является одной из форм занятости, которые, в принципе, все органы власти и органы прокуратуры, мы все заинтересованы в том, чтобы эта сфера, она выходила из тени, да, и эти люди, они считались занятыми и получали определенные преференции, да, в связи с этим. Но для того, чтобы гражданам, которые уже занимаются, да, определенным видом бизнеса, получить определенные льготы и преференции, то есть понять, как это делается, для них в республике практически в каждом районе открыто представительство «Мой бизнес», да, либо можно для этого обратиться в районные администрации, в управлении экономики, либо по занятости, которые, в принципе, проконсультируют о тех нишах, да, незадействованных, которые имеются на территории района, и каким образом можно эту работу организовать. Ну и я пропустил немного вопрос про надомников, да, это тоже достаточно новая тема. Надомниками у нас в соответствии с Трудовым кодексом являются физические лица, которые заключили трудовой договор с работодателями, но выполняют работу на дому, да, то есть они могут эту работу выполнять с использованием своих механизмов и инструментов, да, либо эти механизмы и инструменты будет предоставлять работодатель. К данной работе могут привлекаться члены семьи данного работника, но они при этом в трудовые отношения с работодателем не вступают. То есть заключается между работодателем и надомником трудовой договор, который регулирует все существенные условия их работы, то есть как будет возмещаться износ оборудования, которое надомник сам использует, сроки поставки сырья, необходимого для изготовления той или иной продукции, порядки расчета. Все это прописывается в трудовых договорах. И на них, на надомников, в принципе, полностью распространяется действие Трудового кодекса и иных нормативных актов, которые содержат нормы трудового права. Вячеслав Николаевич, спасибо за полезную и актуальную информацию о безработице и как гражданам реализовать право на труд. Мы говорили с начальником отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры республики, старшим советником юстиции Вячеславом Никифоровым. Берегите себя, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах. Это было актуальное интервью. Увидимся на телеканале Якутия-24.